Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Омина Бахромзода. Напомним, 9 июля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки в Сагдийскую область ознакомился с ходом строительства металлургического предприятия компании «Таджикский металлургический комбинат» в Бободжон-Гафуровском районе. Подробности у корреспондента телекомпании «Мир» Веры Исмаиловой. Строительные работы идут полным ходом. Надо сказать, что Таджикский металлургический комбинат – один из важнейших промышленных объектов республики. И это не просто предприятие. По словам президента, это начало нового этапа развития горнодобывающей отрасли и создания основы национальной металлургии Таджикистана. Железорудное месторождение Шох-Кадам. Его подтвержденные запасы сейчас составляют 59 миллионов тонн. Крупное предприятие здесь будут строить в 2 этапа. Первый начался в апреле прошлого года и закончится в следующем. За это время наладят производство железорудного концентрата и окатышей. Второй этап завершат в 2029 году. В его рамках планируется организовать производство железных брикетов с содержанием железа 90%, блюмов и арматуры. Предприятия построят и введут в эксплуатацию в полном соответствии с экологическими требованиями и нормативами. А применяемые на нем современные технологии не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что оборудование, техника, строительные машины и другие материалы, которые используют для реализации проекта, полностью соответствуют мировым стандартам. Работы на промышленном объекте ведутся в круглосуточном режиме. В них задействовано более 1200 местных и иностранных специалистов. Эмомали Рахмон осмотрел ход строительства и на каждом участке общался с рабочими. Для обеспечения бесперебойного функционирования будущего гиганта металлургии создается вся необходимая инфраструктура. Уже проложена высоковольтная линия электропередачи с электрической подстанцией, водопровод с 4 насосными станциями. Параллельно строят новые и расширяют уже имеющиеся дороги. Построено административное здание, общежитие и столовая. По проекту с 2025 по 2029 годы Таджикский металлургический комбинат построит 7 промышленных предприятий, которые образуют единую производственную систему и станет первым в стране комплексом полного цикла черной металлургии. Ведь республика располагает богатыми запасами металлических руд. Здесь мы будем выполнять все виды работ, от добычи железной руды, ее обогащения и производства окатышей до выпуска готовой металлургической продукции. Наряду с этим применение передовых технологий позволяет вырабатывать до 90 мегаватт электроэнергии за счет использования тепла и отходов производства. Такой современный подход повышает эффективность производства, способствует экономии энергетических ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду. В своем выступлении Эмомали Рахмон отметил, что за короткий срок здесь выполнен огромный объем работ. Буквально прорезаны твердые горные массивы, выровнены большие площади и созданы все необходимые условия для дальнейшего строительства комбината. Президент поручил соответствующим министерствам и ведомствам разработать и представить правительству страны программу развития черной металлургии в Таджикистане на 2027-2035 годы и выразил уверенность, что уже в сентябре 2028 года предприятие выпустит первую готовую продукцию. Правительство страны и впредь будет принимать все необходимые меры для развития металлургической отрасли, расширения экспортоориентированного производства, привлечения инвестиций и создания новых промышленных предприятий. Наша цель заключается в том, чтобы превратить металлургию в одну из ключевых опор промышленной экономики Таджикистана. Именно поэтому каждая тонна добываемой руды должна прежде всего перерабатываться внутри страны и превращаться в готовую продукцию. Такой подход должен стать одним из основных направлений государственной промышленной политики. Здесь же в дистанционном режиме Эмомали Рахмон дал старт строительству предприятия по производству цемента в городе Истаравшане и предприятия по выпуску извести в Бободжон-Гафуровском районе. Их Таджикский металлургический комбинат построит и введет в эксплуатацию к 2029 году. Вера Исмаилова, Бахтувар Бахрулузуда, Мир 24. Сегодня в столице под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 6-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва.
10 июля в столице под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 6-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. Сначала был заслушан доклад председателя городской избирательной комиссии о выборах депутатов в Маджлис народных депутатов города Душанбе и утверждении полномочий депутатов Маджлиса народных депутатов города Душанбе от избирательных округов номер 32 и номер 47. Затем был рассмотрен ход реализации государственной программы развития логистической системы в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы, по которой с докладом выступил заместитель председателя города Душанбе. Уважаемый Рустами Эмомали дал профильному заместителю и другим соответствующим структурам конкретные поручения по совершенствованию логистической системы города Душанбе, привлечению отечественных и иностранных инвестиций для создания агрологистических центров и центров оптового распределения, а также по созданию международного транспортно-логистического центра Душанбе. Далее депутаты обсудили реализацию национальной программы социального развития молодежи в Республике Таджикистан на 2022-2026 годы в городе Душанбе и ход выполнения плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в данном направлении, и по этому вопросу был заслушан отчет заместителя председателя города Душанбе. В этой связи уважаемый Рустами Эмомали поручил заместителю председателя города Душанбе, курирующему данную сферу, совместно с председателями районов города Душанбе и соответствующими структурами обеспечить качественное выполнение национальной программы социального развития молодежи и плана мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе в сфере государственной молодежной политики. Также было поручено принять все необходимые меры по пропаганде здорового образа жизни, профилактике преступности, торговли людьми, незаконного оборота наркотических средств, терроризма, экстремизма и других негативных социальных явлений среди молодежи и несовершеннолетних, повышение чувства патриотизма, популяризации национальных ценностей, истории, культуры и достижений периода государственной независимости Республики Таджикистан. Затем депутаты обсудили итоги социально-экономического развития города Душанбе за первое полугодие 2026 года и задачи на второе полугодие, и об этом был заслушан доклад первого заместителя председателя города Душанбе. По данному вопросу председатель Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поручил первому заместителю председателя города Душанбе и другим соответствующим структурам принять строгие меры по предупреждению и пресечению нарушений законодательства при строительстве многоэтажных зданий и индивидуальных жилых домов, проведении строительных работ вне рамок утвержденного проекта, возведении дополнительных этажей и самовольном строительстве. Уважаемый Рустами Эмомали дал ответственным лицам поручение по обеспечению достойного празднования 35-й годовщины государственной независимости, широкому освещению и пропаганде работ по благоустройству и созиданию в столице, достижению периода независимости, укреплению идей патриотизма и любви к родине, повышению культуры ношения национальной одежды, соблюдению правил поведения в городской среде, а также решению других социальных вопросов. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поручил заместителю по сфере транспорта совместно с Министерством транспорта Республики Таджикистан и другими соответствующими структурами изучить вопрос отмены платы в размере 100 сомуни для обеспечения надлежащей деятельности пассажирских таксомоторных компаний и в кратчайшие сроки представить предложения по применению новых и современных методов. Также было поручено принять необходимые меры по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием столовых, ресторанов и объектов общественного питания, регулированию роста цен на отдельные товары первой необходимости, а также укреплению системы безналичных услуг в сфере торговли и обслуживания. Уважаемый Рустами Эмомали поручил ответственным лицам в сфере промышленности и энергетики принять неотложные меры по увеличению производства важнейших промышленных товаров, а также по налаживанию производства школьной формы. В ходе сессии также было отмечено, что в целях проведения работ по благоустройству, поддержания парков и скверов города в чистоте и порядке, а также обеспечения надлежащего ухода за деревьями, необходимо своевременно принимать соответствующие меры. Также было отмечено, что в целях эффективного использования сельскохозяйственных земель на территории города Душанбе и получения 2-3 урожаев с одного земельного участка необходимо усилить работу с хозяйствующими субъектами.
Рагунская ГЭС – величайшая стройка периода государственной независимости Республики Таджикистан, символ национального единства, созидания и светлого будущего страны. Сегодня на различных участках этого грандиозного гидроэнергетического сооружения ускоренными темпами продолжаются строительные работы. О ходе строительства судьбоносного объекта расскажет Джамиля Юлдашева. Гул мощной строительной техники, непрерывное движение большегрузных автомобилей, работа современных механизмов и самоотверженный труд строителей на всех производственных участках возведения Рагунской гидроэлектростанции свидетельствуют о высоких темпах реализации крупнейшего стратегического объекта страны. Строительство этого судьбоносного объекта осуществляется с применением высококачественных строительных материалов и передовых мировых технологий. Каждый этап работ находится под постоянным контролем инженеров и профильных специалистов, что обеспечивает соблюдение всех технических требований и высокое качество строительства. В зоне строительства основной плотины, благодаря круглосуточной работе строителей, профессионализму инженерно-технического персонала и использованию современных технологий, строительные работы продолжаются ускоренными темпами. В соответствии с утвержденным графиком ведется укладка гравийно-каменной смеси в нижней упорной призме на отметке 1148 метров и верхней упорной призме на отметках 1155-1156 метров. Только в июле на этих участках было уложено 25 169 кубических метров материала. В целом за этот период в основании плотины уложено 454 055 кубических метров строительных материалов. Особое внимание уделяется сооружению ядра плотины, основное назначение которого – предотвращение фильтрации воды сквозь, обеспечение ее устойчивости и надежной эксплуатации на протяжении всего срока службы. Строительные работы на данном участке выполняются в строгом соответствии с технологическими требованиями и международными стандартами. Здесь, на строительной площадке по сооружению плотины Рагунской ГЭС, задействовано свыше 80 единиц строительной техники и механизмов. Работы ведутся круглосуточно и на высоком качественном уровне. На других объектах левого берега станции, в том числе на постоянном водоприемнике, строительные работы также ведутся ускоренными темпами. С начала года на данном участке выполнен значительный объем инженерных работ. В частности, произведено более 24 730 кубических метров земляных работ. Уложено 2178 квадратных метров бетона. Смонтировано свыше 99 тысяч погонных метров предварительно напряженных анкеров и более 16 тысяч погонных метров железнобетонных анкеров. Кроме того, в районах входных порталов, водоводов, гидроагрегатов номер 3 и номер 4 начались работы по конструктивному бетонированию, где на сегодняшний день уже уложено свыше 6400 кубических метров бетона. На остальных строительных участках инженерно-технические работы также выполняются в соответствии с утвержденным планом. На выходном портале строительного тоннеля 4-го яруса продолжаются земляные работы. Монтаж анкеров выполнен более чем на 26%, а бетонирование свода входного портала составляет почти 6% от общего объема предусмотренного контрактом. Высокие производственные показатели достигнуты и на выходных порталах поверхностных водоспросных тоннелей. Земляные работы здесь завершены с перевыполнением плана и составляют 105,9%. Бетонирование выполнено на 77%. Монтаж железнобетонных анкеров на 100%. Предварительно напряженных анкеров на 99,6%. Одновременно более чем на 42% выполнены работы по бурению дренажных скважин. Планомерно продолжаются работы и в зоне бассейна-гасителя поверхностных водоспросных тоннелей. Земляные работы здесь выполнены на 98,2%. Наряду с этим ведутся монтаж железнобетонных и предварительно напряженных анкеров, укрепление свода выходного портала защитными конструкциями, а также укладка крупногабаритного камня в русле реки. Сегодня Рагун – это не просто масштабная строительная площадка крупнейшей гидроэлектростанции страны. Это символ созидательного труда, высокой ответственности и единства народа Таджикистана, прочная основа энергетической независимости государства, важный фактор укрепления национальной экономики и залог устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Джамиля Юлдашева, Дильшоди Хушбахт. Новости.
На этом выпуск новостей подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.